Вы знаете, сейчас западная модель работает по схеме такой. Они ищут новые меры уголовно-правового воздействия, не связанные с лишением свободы. Почему? С одной стороны, безусловно, они на Западе умеют считать деньги. Ведь любой осужденный, даже если он один находится в колонии, да, его содержание обходится нам, мы платим из нашего кармана, как налогоплательщики, за то, что он там находится. Что делают на Западе? Они придумывают такие меры воздействия, такие наказания, чтобы он не сидел там, а сам себя жил в обществе, сам себя обеспечивал, сам зарабатывал, но при этом, соответственно, отбывал наказание. Они придумывают такие наказания. Знаете, какие? Я вам хочу сказать. Это, например, он неделю сидит в тюрьме, а на субботу-воскресенье он прибывает домой. Он среди семьи, среди детей, общается со своими родными, близкими и так далее. Потом в понедельник с утреца он опять прибывает в свою тюрьму, опять начинает отбывать наказание целую неделю. Но они там еще и работают, или учатся и так далее. Ну, поэтому, вы знаете, модели наказания очень разные. Но самое главное, что во всем мире стремятся к тому, чтобы не сажать как можно дольше людей. Да, но есть модели такие, где есть смертная казнь, есть пожизненное лишение свободы. И достаточно, это самые суровые наказания. Вот, поэтому здесь надо, конечно, вот этот баланс соблюсти. И если в обществе остается смертная казнь, остается пожизненное лишение свободы, значит, это общество еще не осталось на той ступени развития, где карательное воздействие и желание покарать еще высоко. Вот которые сейчас вносятся изменения, да, которые будут внесены, ну, во-первых, это больше всего вносится в уголовно-процессуальный кодекс, не в уголовный кодекс. Уголовно-процессуальный кодекс, он связан с тем, что там надо было срочно привести их в соответствие с Конституцией, потому что, когда кодексы были написаны, произошли изменения в Конституцию, надо было привести их в соответствие. Также надо было решить вопросы, когда срочно надо было устранить коллизии, которые возникали в процессе правоприменения. Поэтому вот эти основные моменты, они и были занесены в качестве внесения изменений, дополнений во вновь новые кодексы. 20 человек, или 140, она сказала, сейчас не помню, 120 пусть даже человек участвовало. Из них 2/3 это практические работники, это представители прокуратуры, судов, МВД, адвокатуры. У нас были представители неправительственных организаций, и в том числе и наука. Поэтому здесь это неправильное представление. Другое дело, что кто возглавлял эти рабочие группы. Возглавлял группу рабочих по написанию Гражданского процессуального кодекса председатель Верховного суда нашей республики, госпожа Калиева, вы знаете, да? Значит, еще одну команду по АПК возглавлял адвокат известный, это Сатаров Улам Елисович. Еще другие группы возглавляли практические работники, но так получилось, что всего лишь 2 человека, я и Канат Смолеев, это люди, которые всю жизнь проработали и заслужили доктора юридических наук в теории права.